Тельняшка и черный берет. Накануне свой праздник отметили представители военно-морского флота России. Молодежный форум и встречи башкирской молодежи. На Баймакской земле собрался молодежный актив республики. Сибайцы в их числе. Собери 40 килограмм и заработай 1000 рублей. В садах активно идет приемка вишни. А теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Ежегодно в последнее воскресенье июля отмечается День военно-морского флота Российской Федерации. Подобные памятные дни для тех, кто защищал морские рубежи нашей страны. Традиционно служат поводом собраться большой компанией, вспомнить былые годы и показать свое лицо городской общественности. Так моряки нашего города не только стараются привлекать к участию в своих массовых гуляниях горожан, организуя спортивные состязания, но и сами активно включаются в общественную жизнь города. Накануне в свой профессиональный праздник представители военно-морского флота города Сибай приобщились к республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В Сибае отмечать свой профессиональный праздник представители военно-морского флота Российской Федерации привыкли организованной кампании с яркой и насыщенной на события программой мероприятий. Автопробег по городским улицам, купание в окрестных водоемах, фуршет и дружеские состязания в городском парке с привлечением всех желающих. Формат давно устоялся и перерос в традицию. Между тем, в нынешнем году сибайские представители морячества нашли место в графике и для настоящего доброго дела. Юго-Восточным центром социальной помощи семье и детям с 1 июля по 31 августа объявили о начале акции «Помоги собраться в школу». И вот прозвенел звонок, нам позвонил Фаяз Мажитович о том, что хотят присоединиться к этой акции и помочь какой-то многодетной семье. Естественно, мы откликнулись, мы всегда идем навстречу и предоставили семью, вот Алексеева и Люсиены, многодетная мама, 4 детей воспитываются в семье, помочь этой семье собраться, подготовиться в школу. А мы вам желаем только хорошей учебы, учиться только на 4,5, быть сильными, мужественными, конечно же, беречь своих младших братишек. И мы приехали с пустыми руками. У нас подарки. 2 рюкзака, дневники, тетради и полная коробка канцелярских принадлежностей на средства, собранные в складчину от каждого участника празднования Дня ВМФ. Для Люсьены Алексеевой, многодетной мамы, воспитывающей 4 непоседливых мальчишек, такая помощь перед началом нового учебного года без сомнения явилась весомым подспорьем. Морякам большое спасибо, что их так приехало много, еще неожиданно, сразу все собрались, все нам дали. Просто для меня это было неожиданно. Большое им спасибо, с праздником и здоровья, самое главное. Второй по старшинству из 4 братьев Алексеевых в нынешнем году готовится к поступлению в 1 класс кадетского корпуса. Мариманы, заглянувшие в этот воскресный день в гости к мальчишкам, выказывают надежды, что могут служить для подрастающих защитников достойным примером для подражания. Я думаю, нашему примеру последуют остальные ребята. Я надеюсь, что такая акция будет ежегодная. Цель акции – это воспитание молодежи, воспитание вообще граждан, показать гражданам нашего города, что мы не просто там какие-то пьяные бунтари или еще что-то, мы такие же простые ребята, которые готовы в любой момент прийти на помощь, будь то на службе, будь то в обычной жизни, в запасе, на гражданке. И хотелось бы пожелать именно в этот прекрасный день всем мариманам, всем подводникам, всем морским пехотинцам здоровья, семейного благополучия и, конечно же, пожелать 7 футов под килем. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В Баймакском районе прошел молодежно-образовательный форум башкирской культуры «Асылташ» в течение 4 дней с 26 по 29 июля. Молодежь республики получала практические навыки по таким направлениям, как проектный менеджмент, личностное развитие, истории и традиции башкирского народа и другие. Ребята смогли также разработать и защитить свои проекты, лучшие из которых были удостоены грантов. В числе победителей оказались и представители нашего города, которые после форума приняли участие и в республиканской встрече башкирской молодежи. Это мероприятие состоялось сразу после закрытия Асылташа и собрало около 10 000 людей.
С 26 по 29 июля в Баймакском районе на озеро Графское проходил республиканский форум башкирской культуры «Асалташ». Помимо образовательной программы и конкурса грантов, его особенность в том, что он был направлен на погружение команд в национальную историю Башкортостана. Каждый участник имел возможность познакомиться с музыкой, танцами, костюмами и даже блюдами башкирской культуры. На этом форуме была объединена молодежь с различных районов и городов нашей республики, соседних регионов. К нам приезжали гости с Курганской области, Челябинска, Магнитогорска, и Оренбурга и других соседних регионов. Общее количество участников составило 250 человек. В течение всех дней они проходили образовательные блоки по личностному развитию. Они проходили к ним приезжали лучшие спикеры по истории Башкортостана, по созданию. Кроме того, помимо истории, литературы, языка, знаний, необходимо знать и будущее. Поэтому приезжал и директор Института экономики, финансов и бизнеса Янгиров Азат, который преподавал им стратегию развития Республики Башкортостан 2030. Участники форума могли представить и защитить как свой индивидуальный проект, так и командный. Но в обоих случаях необходимо было иметь проработанную идею и бизнес-план со всеми расчетами. Всего разыгрывалось 10 грантов по 10 тысяч рублей, из них 3 командных и 7 индивидуальных. Финансовых средств на реализацию проектов удалось добиться представителям Сибайской башкирской детской художественной школы и членам молодежного парламента при Совете городского округа города Сибай. Мой проект действительно на данном форуме башкирской молодежи мой проект был поддержан, и я получил на ее реализацию 10 тысяч рублей. Было очень много участников, это, по-моему, более, если не ошибаюсь, 40 заявок было. 2 тура у нас было по грантам, и пройдя второй тур, мы вышли в финал. Было очень сложно, потому что были очень сильные идеи у ребят, проекты, но мой проект, так скажем, завоевал симпатию у членов комиссии, и его этот проект поддержали. Проект заключается в том, чтобы установить эко-контейнеры в учебных заведениях, это в СУЗах и в ВУЗе нашего города, с целью того, чтобы прививать у молодежи культуру раздельного сбора макулатуры и бережного отношения к природе. Не успел форум «Асалташ» закончиться, как на этой же территории стартовал ЕИН башкирской молодежи, который проходил с 28 по 30 июля. В числе организаторов исполком Всемирного Курултая Башкир. Мероприятие также было пропитано духом башкирской культуры. На сцене девушки дефилировали в народных и современных костюмах со знакомыми башкирскими орнаментами, а спортсмены бились за звание победителей в национальной борьбе куреш. Открытие встреч башкирской молодежи началось с официальной части. С приветственным словом на сцене выступали депутаты Госдумы, представители правительства Башкортостана, известные спортсмены. Позже состоялся круглый стол, на котором обсудили курс привлечения молодежи к развитию экономики, отмечена важность сохранения этнокультурного развития народов, укрепления единства и целостности страны. Присутствующие почетные гости поделились своими историями успеха. По итогам круглого стола был принят ряд решений. Цель круглого стола – это пообщаться и, скажем, обдумать дальнейшую нашу работу как в области науки, как в области техники, так в области социальных проектов. Здесь мы вот как раз и должны спланировать работу на ближайший год. Всех участников встречи башкирской молодежи вечером ожидал сюрприз в виде выступлений башкирского популярного певца Радик Юльякшина и этно-рок-группы «Заман». До своего вечернего шоу Радик лично познакомился с программой мероприятий и отметил, как важно проводить подобные встречи. Я очень рад присутствовать на таком мероприятии. Я реально очень часто думал, у нас редко проводят такого рода мероприятия, и хотелось бы как-то почаще, ежегодно. На самом деле это сближает, есть много тем поговорить, есть обсудить будущие планы, поэтому я только рад, я поддерживаю и готов, наверное, всегда поддерживать нашу молодежь, наш народ, мой родной Башкортостан. Организаторы форума и ИИНа башкирской молодежи постарались всячески разнообразить программу, чтобы каждый участник мог максимально продуктивно провести время. Кто-то вернулся с грантом, а кто-то с багажом ценного опыта, который непременно поможет на дальнейшем жизненном пути. Оксана Старовойтова, Алик Кадыров, Гульгина Раскельцина, телекомпания СТВ «Баймакский район».
В садовых товариществах наступила горячая пора по сбору вишни. Ее можно назвать своеобразным брендом нашего города. Традиционный богатый урожай этой ягоды наблюдается лишь в Сибае и нескольких районах Зауралья. Для многих наших соседей вишня практически деликатес. В садах начались приемки вишни, о нынешних ценах узнавали наши корреспонденты. Непроходимые заросли спелой вишни на садовых участках манят всех, кто без особого труда хочет запастись витаминами на зиму. За плодами приезжают жители не только Сибая, но и близлежащих районов. Вишню собирают и те, кто хочет малость заработать. В каждом саду организован прием ягоды. Особо не утруждаясь, в день можно заработать до 1000 рублей. Такой бизнес по душе как взрослым, так и детям. Мы собираем вишню все время с мамой вместе. Ездим, сюда приезжаем, сдаем вишню. Урожай хороший. Некоторые вишни уже падают, мы можем с земли собирать. Там чистое, все хорошо. Вишня – растение неприхотливое, растет везде и всюду, мешая при этом другим культурам. Поэтому многие садоводы стараются избавляться от молодых побегов. Правда, отмечают, по сравнению с прошлым годом урожая вишни в этом году в разы меньше. Сказались все-таки весенние заморозки и непостоянство погоды. Однако перекупщики другого мнения. По их словам, вишни в этом году предостаточно, мешает им другое – конкуренты, работающие без лицензии. В этом году наша фирма ИП Бибишева, она выиграла тендер на покупку вишни. Собственно, мы сейчас занимаемся приемом. Все, в принципе, нормально, урожай хороший. Ну, не настолько большой, как в прошлом году, но все же хватает. Конкуренты есть, конечно, люди мешают, те, у которых нет разрешения, но мы как-то справляемся все-таки. Вот. В садах стоим во всех практически: 10, 5, 6, 7, 8, 3, 11 у нас всегда стоит, 4 тоже. То есть ребята всегда находятся. То есть работников много, людей, желающих работать, зарабатывать тоже много, все работает. В день собираем, прилично достаточно, тонны по 2, по 3. Исследования показывают, что в вишне содержится много антиоксидантов, укрепляющих иммунитет и помогающих справляться со многими инфекциями. Высокая питательная ценность вишни делает ее превосходным заменителем многих других дорогих и экзотических ягод и фруктов. Поэтому в сезон ее активного созревания успевайте полакомиться и сделать запасы на зиму. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Аль Кадыров, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Такими были новости понедельника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. В студии работала Наиля Ахмедшина. Удачи и берегите себя.